Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я приветствую вас от имени профессорско-преподавательского состава кафедры татарского языка и литературы. Меня зовут Халиуллина Нурия Усмановна. Я кандидат филологических наук, доцент. Э, Я руководитель программы «Родной язык и литература в полилингвальной среде». Направление подготовки 440401 «Педагогическое образование». Направленность профиль «Родной язык и литература в полилингвальной среде». Она реализуется с применением дистанционных образовательных технологий по заочной форме обучения. Срок обучения 2 года 5 месяцев, бюджетная основа. Для начала я хочу познакомить вас с процедурой вступительных экзаменов. Обратите на очень важные моменты, потому что от этого зависит ваша успешная сдача экзамена. Экзамен проводится в этом году в дистанционной форме с применением дистанционных технологий. Форма экзамена – тестирование. Экзамен будет проводиться по данному профилю 14 августа с 10 часов утра до 20 часов вечера. В этот период времени, любое время, вы выбираете для себя удобное время, вы должны зайти на сайт. Сейчас объясню, куда заходите. Должны зайти на сайт. И в течение часа нужно ответить на вопросы тестов. То есть пройти в течение часа тестирование. Таким образом, чтобы завершить ваше тестирование к 20 часам вечера, нужно с запасом времени хотя бы зайти в 18-30 часов. Время тестирования ограничено. Оно составляет 1 час 60 минут. То есть, если вы начали тестирование, с начала тестирования в течение 60 минут, то есть в течение часа, вы должны ответить на вопросы теста. То есть засчитается столько ответов на вопросы теста, сколько вы успеете в течение часа. Можно завершить, конечно, заранее. Когда вы сдаете документы в приемную комиссию, вам дадут логин и пароль для входа в ваш личный кабинет. У каждого абитуриента имеется личный кабинет. В личном кабинете дается информация по университету, по БГПУ имени Акмуллы. Списки подавших документы на все направления, на все специальности, расписание экзаменов по всем специальностям, по всем направлениям и важные даты. Какого числа завершается прием документов, какого числа начинаются экзамены и даты экзаменов. Также даются там ссылки на программу вступительных экзаменов для подготовки к экзаменам на сайте. До экзамена, то есть до 14 августа, для вас самая важная дата получается 14 августа, до экзамена, до 14 августа на почту, на вашу почту, которую вы сообщаете во время приема документов, во время подачи документов, приходит логин и пароль для входа в систему экзамена. То есть экзамен сдается не в личном кабинете, а в специальной системе для тестирования. Обратите внимание, логин и пароль от личного кабинета и от системы для тестирования отличается. То есть не один и тот же логин-пароль, а разных логин и пароля. Вы должны перейти по ссылке и поменять этот временный пароль, логин, на свой логин и пароль. То есть пароль только меняете. Временный пароль меняете на свой пароль. И с этим логином и вашим паролем сдаете экзамен 14 августа.
Логин и пароль выдается только один раз и на все экзамены. Но у вас раз один экзамен, комплексное тестирование, получается на один раз. 14 августа, удобное для вас время, вы заходите в систему для проведения экзамена, находите справа кнопку «Сдать онлайн экзамен», вводите логин и пароль, который пришел на почту, и вы поменяли, и нажимаете на кнопку «Начать тестирование». С этого момента идет подсчет времени. Следите за временем и отвечаете на вопросы. На сдачу экзамена дается только одна попытка, и доступ к экзамену открыт только согласно расписанию. То есть в другое любое время вы не можете зайти в систему для прохождения тестирования. И пересдачи не предусмотрены. Это организационные моменты, еще раз повторяю, для входа в систему для тестирования вступительного экзамена по выбранному профилю и порядок ответов на вопросы. Если какие-то вопросы возникнут в течение сдачи экзамена, в течение часа, который вы выполняете тестирование, в конце я вам покажу телефоны, можете позвонить по этим телефонам. Расскажу теперь о нашей программе магистратуры «Родной язык и литература в полилингвальной среде». Подать документы могут выпускники как бакалавриата, так и специалитета всех вузов Республики Башкортостан, Российской Федерации и зарубежных государств. Документы можно подать дистанционно и можно в очном формате. Как было сказано выше, программа реализуется в заочной форме с применением дистанционных технологий. То есть предусмотрены две сессии, одна сессия из них закономерно представляет дистанционную форму обучения, то есть в специальной платформе вы заходите в дисциплины, выполняете задания и заходите на онлайн-лекции. То есть зимняя сессия проходит без отрыва от производства, от места работы. Летняя сессия, она очная, у нас с учетом пандемии и ситуации эпидемиологической, она может быть проведена также в дистанционном формате. Данный профиль является междисциплинарным, то есть могут поступать люди, которые владеют родным языком, в качестве родного языка, может быть и татарский, и башкирский, казахский, русский язык тоже как родной язык. То есть ограничений по языкам не имеется. Под термином родной язык имеется в виду любые языки. То есть владение каким-либо только одним языком, ограничение по владению каким-либо одним языком не предусмотрено. Данная программа у нас реализуется уже в течение нескольких лет. У нас выпускники работают, являются как учителями общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, Российской Федерации, также Республики Казахстан, Республики Таджикистан, других республик. Также они работают в других сферах педагогического образования. В презентации можете увидеть описание программы, уникальность данной программы и область профессиональной деятельности, то есть в какой области, в какой сфере профессиональной деятельности может реализовать себя выпускник данного профиля магистратуры.
Потенциальными партнерами являются вузы Республики Казахстан, профильные кафедры Института филологии и искусств Казанского федерального университета, также общеобразовательное учреждение Республики Башкортостан. О вступительных экзаменах было уже сказано. Экзамен будет проходить в форме тестирования и по бюджетной основе количество мест 16 человек. Можно также поступить в коммерческую форму обучения, то есть по результатам вступительных испытаний можем принять и на коммерческую форму обучения. На следующем сайте представлены контакты руководителей, которые непосредственно будут работать по данной программе. Руководителем кафедры татарского языка и литературы, то есть выпускающей кафедры данного профиля родной язык и литература в полиномиальной среде, является Ильшат Сахиатуллович Насипов, доктор филологических наук, профессор. На слайде его номер телефона, также рабочий телефон представлен, и адрес электронной почты кафедры. Руководителем программы «Родной язык и литература в полилингвальной среде» являюсь я, Халиуллина Нурия Усмановна. Также представлен здесь на слайде мой телефон. Можно позвонить и по этому телефону, если у вас возникнут какие-то вопросы. Также информация представлена и на сайте, и на страничке кафедры татарского языка и литературы. Кафедра татарского языка и литературы является подразделением Института филологического образования, межкультурных коммуникаций Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Дальше хочу остановить ваше внимание на содержании вступительных экзаменов, то есть содержание тестирования. Тестирование состоит из 5, то есть тесты состоят из 5 модулей. Первый модуль – это модуль введения в языкознание. Второй модуль – это история языка. Третий модуль – уровни и ярусы языка. Четвертый модуль – теория литературы. А пятый модуль – история литературы. То есть по каждому модулю представлены специальные вопросы, но система, она автоматически отбирает вопросы, то есть вы будете отвечать на вопросы по всем 5 модулям. Остановлюсь на содержании каждого модуля, в чем будут суть вопросов по каждому разделу. Данные разделы, они представляют материалы учебных программ, образовательных программ бакалавриата, в основном бакалавриата по педагогическому направлению и по филологическому направлению. То есть вы должны будете иметь сведения, информацию, вы должны быть информированными по вопросам теории языка, истории языка, системы языка и теории и истории литературы. Первый модуль введения языкознания включает в себя такие общие вопросы, как функции языка, коммуникативные функции языка, воспитательные функции языка, эмоционально-экспрессивные функции языка, номинативные функции, познавательные функции. Язык как знаковая система, уровни языка, также общие вопросы уровня языка, фонетики, лексикологии, морфемики, морфонологии, морфологии, синтаксиса, стилистики.
Сюда же включаются вопросы по классификации языков мира, генеалогической классификация языков и типологической классификации языков мира. То есть основные признаки по генеалогической классификации языков, то есть основные признаки семей языков мира. Тюркская семья языков в первую очередь ставится, потому что напрямую тюркская семья языков связана с кафедрой татарского языка и литературы. Также могут быть вопросы по другим семьям языков, то есть по славянской семье языков, по индоевропейской семье языков. Также имеются вопросы по типологической классификации языков мира, то есть основные черты агглютинативных языков, признаки флективных языков. Уровень истории языка включает вопросы этапов развития языков. В основном этапы развития представителей тюркской семьи языков, татарского языка, башкирского языка, казахского языка. Какие изменения происходили в фонетической системе языка, то есть звуки определенного языка, какие изменения претерпели. Развитие грамматического строя языков, развитие форм падежей, например, развитие форм времени. Также изменения в лексической системе языка, в процессе развития языка. Третий модуль — уровни и ярусы языка, как было сказано, по-другому называют, уровни и ярусы языка рассматриваются как система языка. То есть системность, она предполагает выделение каких-то модулей, частей, которые связаны между собой различными отношениями. Для примера могу привести, например, тестовые задания. Например, вопрос по уровням языка. Уровень ярус языка, морфологический ярус языка. Какая часть речи не обозначает явление действительности напрямую, а только указывает на них? Имя существительное, имя числительное, имя прилагательное и местоимение. То есть задается один вопрос, 4 варианта ответов. Из этих 4 вариантов ответов только один вариант правильный. То есть вы должны будете, когда процесс тестирования уже будет начат, поставить галочку, выбрать любой ответ, поставить галочку напротив правильного ответа. Или, например, по синтаксису, следующий уровень языка, синтаксис языка. Обособляются следующие обстоятельства. Возможные ответы. То есть должны из этих ответов выбрать правильный ответ. Обозначающий процесс, удаленный от главного слова. Любое обстоятельство, выражающее полупредикативность. Любое обстоятельство, удаленное от главного слова. Любое обстоятельство, которое является синтагмой. То есть характер вопросов по языкознанию примерно такой. Второй модуль у нас литература, потому что вторая часть направления — это литература в полилингвальной среде, то есть в среде, где языком общения являются 2 и более языков. Поэтому если первая часть модуля литературы, теория литературы, она связана общетеоретическими вопросами литературы. Что относится сюда? Вопрос жанров, классификации жанров.
элементы текста, сюжета, композиции, жанровые своеобразия, отличия литератур разных народов, особенности литератур народов разных языковых семей. То вторая часть модуля «История родной литературы» включает этапы развития литературы. Например, история татарской литературы включает древнюю тюркскую литературу, то есть литература, которая является общей для всех тюркских народов. Литература средних веков, литература Казанского ханства, литература XVII века, литература просветительского реализма, то есть литература XIX века, литература начала XX века и современная литература. Также в истории литературы представлены вопросы по произведениям различных авторов. Тут могут быть вопросы и по литературе родственных народов, то есть по литературе тюркских народов, казахской, турецкой, башкирской, узбекской, азербайджанской литературы. Также вопросы по татарской литературе и по башкирской литературе. Это то, что касается в основном содержания вопросов, содержательной части вопросов. Система автоматически выбирает вопросы, поэтому для каждого абитуриента будут представлены своеобразные вопросы. То есть вопросы для каждого абитуриента являются оригинальными. Уважаемые абитуриенты, мы ждем вас. После сдачи документов вам нужно будет зайти в личный кабинет и следить за информацией, за новостями. И еще раз повторяю, 14 августа дата сдачи экзамена по профилю родной язык и литература в полилингвальной среде. Вы можете пройти тестирование в течение целого дня с 8, то есть в течение дня с 10 часов утра до 20 часов вечера. Любое для вас удобное время вы заходите в личный кабинет, проходите по ссылке, заходите в платформу тестирования, нажимаете кнопку «Сдать онлайн», «Начать тестирование» и отвечаете на вопросы теста. Далее ждете результаты. По результатам также все сообщения придут на ваши личные кабинеты. Удачи вас! Ждем вас. До свидания.